Главная елка города зажгла свои огни. На площади состоялось открытие центральной новогодней елки. Превратили город в сказку. Определены победители на лучшее новогоднее оформление зданий и предприятий города. Как красиво оформить блюдо к новогоднему столу. Идея от супермамы Чиксибаи для наших телезрителей. Что год грядущий нам готовит? Гороскоп для всех знаков зодиака на 2018 год. А теперь об этом и другом в нашем специальном новогоднем выпуске новостей. В студии Ирина Оренбургина и Ринат Музафаров. Здравствуйте. Есть такая старая злодейская традиция – портить хорошим людям новогодний праздник. Поговаривают, что не только Кощей и Баба Яга, а даже инопланетяне против нашего Деда Мороза замышляют. Несмотря на всевозможные фантастические проказы, горожанам все-таки удалось запечатлеть новогоднее чудо, о чем и репортаж с прошедшего открытия елки на центральной площади города. Веселый праздничный обряд, пришедший к нам со времен Петра Великого, с каждым годом становится все ярче, современнее и технологичнее. Ассорти новогодних елок со всевозможными украшениями пестрит в преддверии Нового года. Но ни одной лесной красавицы не сравнится с главной зеленой королевой праздника, полюбоваться которой собрались на городской площади жители Сибая. Махалай, махалай, сим салабим, елочка, гори! Состоялось торжественное зажжение гирлянд городской елки, которая будет нести службу даже в самые лютые январские морозы на радость детям и взрослым. Жители города, невзирая на холод, украшали события своими улыбками, а некоторые вовсе делились своими эмоциями и желаниями с нашей съемочной группой. Мы уже, наверное, числа с 15 декабря дома все оформили, елку нарядили. Для ребенка это самая большая радость. Не столько для нас, для взрослых, сколько для детей. Я думаю, что и 31 декабря мы придем сюда. Моя мечта – встречать Новый год на свежем воздухе. Пока детвора развлекалась на зимних аттракционах, мы узнали у сибайцев пару секретов о том, как сделать новогоднюю ночь поистине волшебной. Стол хороший накрыть надо, чтобы салат оливье надо, как всегда, должно быть, да? Символ, собака должна быть, одежда соответствующая. Вот соседка говорит, что надо велюровую там одевать одежду. Все дети, внуки вместе собрались, вместе встретить Новый год. Меньше пить надо. Уложить детей спать. А какое желание будете загадывать под елкой в этот Новый год? Чтобы все дети были здоровы. Семья самое главное. Какое вы желание будете Дед Морозу загадывать на Новый год? Я хочу, чтобы он мне подарил таких айфон, телефон. А ты что хочешь от Деда Мороза? Ну дайте она скажет. Что ты хочешь от Деда Мороза? А какую куколку? Настроение самое хорошее, чтобы было. Ну а что еще? Сам свое настроение сделаешь, все будет прекрасно. Какое желание будете загадывать под елочкой? Чтобы был мир над головой, и чтобы были внуки, дети здоровые. И мне здоровье, и всем. Театральное представление с выступлением детских и взрослых творческих коллективов города заряжали присутствующих праздничным настроением. На городской площади функционируют все виды зимних забав. Здесь и ледяной лабиринт, и каток, и всевозможные горки разной величины, детский городок для самых маленьких ценителей развлечений. А для фото с тематическим фоном есть замечательные фигуры изо льда в честь символа грядущего года. На городской площади крепчал мороз. Чтобы согреться, достаточно теплых объятий с любимыми или активных семейных катаний и игр. Но есть такие приемы, которые согревают не тело, а душу. Так, после фееричного зажжения елочных огоньков, горожане выстроились в ряд, чтобы отметить веселье дружным хороводом. Ежегодная традиция зажигать огни на городской елке стала любимым занятием наших горожан. У нас появилось новое место, где вы сможете загадать свое самое заветное желание.
годом вас! Праздник состоялся замечательный, но не только на площади прошла новогодняя сказка. В нее окунулся и весь город. А все благодаря предприятиям и организациям, принявшим участие в конкурсе на лучшее оформление своих зданий и территорий к Новому году. Об итогах этого конкурса в нашем следующем сюжете. Волшебства много не бывает, особенно когда речь идет о Новом Годе. И действительно, в канун самого любимого праздника Сибай преобразился, стал по-настоящему чудесным и сказочным. Кстати, у этой магии есть авторы. Это предприятия и организации города, которые украсили фасады зданий и свои территории гирляндами, световым дождем, различными скульптурами из снега и льда. Всего участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление приняли 44 коллектива городских предприятий, учреждений, торговых точек. Среди них комиссия выделила 3 лучших. Это Сибайский медицинский колледж, детская художественная школа и подростковый центр «Ровесник». Когда был объявлен конкурс, мы решили участвовать в этом конкурсе, потому что нам хотелось тоже праздника, новогоднего настроения, но задействованы были и студенты, и преподаватели, и весь наш коллектив. Очень была такая интересная работа, такая творческая работа, которая всех объединяет. Нам было очень самим интересно. Разные материалы использовали, и гирлянды, эти бумажные, объемные снежинки. Пригласили всех преподавателей Сибайской детской художественной школы и организовали конкурс идей по оформлению мероприятия новогоднего, по оформлению нашего здания. Поэтому каждый подумал. И, конечно же, у всех были самые интересные идеи. И, конечно же, из этих идей мы выбрали такие креативные. Поэтому придумали, чтобы елку, видите, повесить наоборот. И, конечно же, разукрасить, как всегда, не елочными игрушками, а фотографиями ребят, которые у нас очень учатся на отлично. Детям охота дарить радость. И, конечно же, мы выбрали именно поселок Золото. Для граждан поселка Золото мы украсили окна, сделали своими руками подделки нашего символа будущего года – год собаки. Комиссия конкурса отмечает, что город стал ярче, красивее, праздничнее. Но, конечно, главную оценку оформлению должны дать сами горожане. Предстоящий год объявлен президентом России годом добровольцев и волонтеров. Это движение набирает популярность, и все больше неравнодушных людей готовы к нему присоединиться. Среди них есть и меценаты, которых, как оказалось, немало и в нашем городе. В преддверии всенародного праздника незнакомые люди сплотились ради мгновения, способного скрасить жизнь детей из приюта. Около 300 человек в течение года проходят через Сибайский приют для детей и подростков. Ежемесячно коллектив воспитанников обновляется практически полностью. Буквально за несколько дней после нашего последнего визита в приют около 5 ребят пополнили ряды нуждающихся в подобных услугах. По словам воспитателей, в связи с обстоятельствами, некоторые дети находятся в приюте по инициативе родных, пока неурядицы в семье не утихнут. Но есть и такие, кто из-за плохих условий бежит из дома за помощью в социальную службу. Отвлечь ребят от невзгод стараются неравнодушные горожане, которые в преддверии Нового года решили организовать праздник для воспитанников приюта. Хотела приятно сделать детям, жалко детей. До этого проводила, не в прошлом, а позапрошлом году, приглашала детей из приюта, которые уже усыновленные дети. Там было 40 детей. В прошлом году у меня никак не получилось. В этом году кровь из носа захотелось пригласить детей, сделать им приятное, угостить, праздник устроить. Когда я девочкам сказала, что хочу провести это мероприятие для детей, столько, оказывается, желающих людей, которые хотят помочь. Вкусный обед из разнообразных блюд плюс излюбленные детские десерты есть. Аниматоры для пущего веселья имеются. Заводное музыкальное сопровождение – безусловно. Подарки от Деда Мороза – естественно. Все составляющие праздника отмечены галочками. И все это благодаря слаженной работе сотрудников кафе и внезапно появившегося добровольца Кристины, которая привлекла к участию в добром деле аниматоров из студии «Мадагаскар».
По случаю судьбы эти дети остались без родителей. И если мы не будем дарить им свое внимание, свою любовь, то как же они вырастут добрыми, достойными людьми, которые никогда своих детей не оставят? Мы должны показывать пример доброты, любви. Развлекали и играли с детворой Снегурочка и излюбленный герой из мультфильма «Щенячий патруль» Маршал. Они смогли развеселить даже самых стеснительных малышей. И пока заряженные хорошим настроением ребята играли и веселились, мы поговорили с ними о самых заветных желаниях. Чтобы все было хорошо в личной жизни. Быть счастливыми. Я на Новый год желаю загадать, чтобы я в 9 классе экзамен хорошо сдала. Чтобы все наши люди, они были здоровыми, чтобы у них было счастье, все, что, о чем они мечтают. И хочу лично я этот Новый год отметить своими родителями, семьей, чтобы все было хорошо в этом году. Чтобы мир стал лучше, нужно начать с себя. Верное средство от всех мирских бед – доброта. Так дарите ее как самый неиссякаемый ресурс. К сведению любителей отдыха на свежем воздухе. Теперь и жителям поселка Обогатителей представилась возможность недалеко от дома активно и весело проводить время с семьей и друзьями. О полном спектре услуг базы отдыха «Сайран» расскажет наша коллега в следующем сюжете. Водоем, именуемый в народе как «Дом рыбака», минувшим летом преобразился своими берегами. А в преддверии Нового года тут развернулась новая развлекательная площадка со всевозможными зимними забавами. 28 декабря в собачьей упряжке спешил сам Дедушка Мороз, чтобы порадовать местную детвору, собравшуюся возле новогодней елки. Игры, загадки, хороводы – все, что нужно для настоящего чуда. Звонкий детский смех и немного волшебства скрасили происки матушки природы, которая решила пошалить с погодой в канун самого ожидаемого праздника. База отдыха «Сайран» предлагает к услугам горожан всевозможные снежные и ледовые радости. Ледяная горка привлечет маленьких любителей прокатиться с ветерком, а для ребят постарше и их родителей организаторы подготовили горку повыше с выходом на лед водоема. Для спонтанных катаний действует прокат тюбингов и коньков. Леди, предпочитающие утонченные виды спорта, порадуются естественному живописному катку, который развернулся на малобережье озера. Помимо всего прочего, как и летом, действует аренда мангальных зон. Тут же вы сможете подкрепиться горячей выпечкой и сладким чаем под заводную музыку. Яркими огнями она горит ночью. Да. Экстремалы с горячей кровью найдут тут развлечения по душе. На открытом воздухе Айратом Кумушкуловым организованы групповые игры в лазертаг, причем те, кто отрицает электронное оружие и хочет проверить свою меткость, могут также пострелять из настоящего автомата. В дальнейшем на базе будет функционировать оборудованная стрелковая развлекательная площадка. Вернемся к упряжке Деда Мороза с дружелюбными хаски, которую он также оставит для свободного катания детей и взрослых в сопровождении опытного каюра. Неужели найдутся равнодушные к этим жизнерадостным представителям древнейших друзей человеческого рода? На нашей базе среди наших собак есть такая замечательная собачка, его зовут Дэймон. Он у нас оказался символом будущего наступающего года, года желтой собаки. Поэтому всех, кто приезжает к нам на базу отдыхать, мы позволим подойти, погладить его 3 раза, шепнуть на ушко свое желание, и оно обязательно исполнится. Он еще у нас такой необычный, у него разные глазки, один голубой, другой коричневый. Поэтому всех приглашаем на нашу базу. Территория базы отдыха освещаема благодаря помощи начальника Башкирэнерго Владимира Пономарева. Желающие повеселиться с семьей и друзьями на открытой оборудованной территории городского водоема могут уже сегодня запланировать свой досуг и зарядиться прекрасным настроением. Несомненно, одной из главных составляющих новогоднего вечера является праздничный стол с множеством традиционных лакомств. Праздничные украшения обычных блюд необычными способами предложили участницы группы супермамочек Сибая. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы сегодня опять в гостях у участниц группы «Супермамочки». Сегодня нам Розаля расскажет еще один метод украшения праздничных блюд. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, Екатерина! Наше блюдо будет совсем простое в исполнении и простыми ингредиентами, и приготовить его сможет любая хозяйка.
Мы будем делать праздничную закуску, которая называется елочные шарики. Нам понадобится мясо курицы или индейки, маслины, толченые грецкие орехи, сыр, укроп и чеснок. Закуска елочные шарики. Мелко нарежем отварную грудку птицы, на крупной терке измельчим твердый сыр, чтобы все в следующем этапе смешать и в последнюю очередь добавить майонез. Следующий наш шаг – это уже добавление вкусу пикантности, да? Мы добавляем чеснок, 2-3 зубчика. Майонеза должно быть достаточное количество, потому что мы будем сейчас формировать шарики. Для оформления закуски потребуется свежий укроп, причем пушистая часть зелени останется для украшения тарелки, а ножки укропа длиной около 5-6 см сохраним для дальнейшего использования. Также нужно разрезать поперек маслины. Делаем импровизированную елочку. Из полученной массы формируем шарики, панируя измельченным грецким орехом. Выкладывая на блюдо закуску, уже просматривается новогодняя композиция. Вот так мы украсили импровизированную тарелочную елочку, подготовили колючие украшения, шарики. Мы желаем вам приятного аппетита. С наступающим Новым годом вас! Закуска готова, но как же обойтись без десерта? Мы продолжаем рубрику по украшению новогоднего праздничного стола. С нами Зульфия, и она нам расскажет, как украсить десерт, посвященный Новому году. Добрый день! Для новогоднего сладкого десерта нам понадобится слоеное тесто, нутелла и вот такие вот дрожжи для украшения. Слоеный сладкий пирог понравится как детям, так и взрослым. Станет прекрасной альтернативой для покупных тортов. Принцип приготовления прост. Достаточно раскатать 2 листа дрожжевого слоеного теста средней толщины, переместить первый лист на противень. Намазываем нутеллу в виде елочки. И второй слой покрываем. Такой же по размеру, как и да. Первый, да? И теперь нам надо будет вот по форме вот так вот это дело, елочку вырезать. Здесь мы формируем такую вот ножку нашей елочки. Получается, нарезаем веточки. Какая новогодняя елка обходится без звезды, которую мы можем вырезать из излишков теста? Сформированные елочные ветки нужно скрутить в спирали, после чего отправляем лесную красавицу в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Заготовленное дрожжи идет в ход. Цветные шарики радугой рассыпаются по веткам. Для тех, кто не успел приобрести новогоднюю елку, мы нашли самый оптимальный выход. И вкусно, и интересно. Да, сытно и аппетитно. Да. Желаем вам в новом году здоровья, счастья и любви. С наступающим Новым годом! Ура! Символом следующего 2018 года будет желтая земляная собака. Лично мне собак таких пород встречать не доводилось, а вот астрологи точно знают, как и зачем к этой особи подступиться. Говорят, это животное благосклонно к жизнерадостным и трудолюбивым людям, благоволит тем, кто борется за справедливость, излучает благородство и верность. Подробнее о том, что сулит наступающий год разным знаком зодиака в нашем гороскопе на 2018 год. Год собаки обещает стать удачным для овнов, которые пытаются что-то предпринять, начать новое дело, поступить в вуз или найти работу. Перемены обязательно произойдут. В 2018 году овны станут сдержанными, перестанут бросаться в авантюры и направят свою безудержную энергию в правильное русло. Астрологи советуют овнам больше путешествовать, поездки принесут радость и расширят кругозор. Для тельцов 2018 год обещает стать годом объединения под знаком семьи.
Родным и близким весь год приходилось терпеть отсутствие тельцов, пока те добивались успехов в разных сферах. Поэтому они заслужили особого внимания к себе в 2018 году. Помимо этого, звезды сулят, что уже в начале года тельцы получат привлекательное предложение от начальства или повышение по карьерной лестнице. Не отказывайтесь, удача на пороге. Для близнецов азартный 2017 год сменит мудрый и целеустремленный 2018, который принесет им переоценку ценностей. Грядущий год «Желтой собаки» обещает стать самым успешным. По этой причине стоит уделить особое внимание самообразованию и саморазвитию. Велики шансы изменить судьбу, заняться новым делом, которое принесет прибыль, или сменить профессию. Год 2018 станет для раков непростым. Некоторым придется переехать в другой город, регион или даже страну. Сильным ударом для других может стать потеря работы, неудача в карьере или учебе. Но уверенные в себе раки вместе с доброжелательной и упорной желтой собакой пройдут все испытания и найдут выход из любых ситуаций. Львы, привыкшие находиться в центре внимания, в 2018 году станут еще привлекательнее, но излишняя самоуверенность может сыграть с ними плохую шутку. В начале года они рискуют понести потери в заведомо неблагодарном и бесперспективном деле. Несмотря на то, что год собаки сделает львов еще привлекательнее, им стоит не впадать в излишние иллюзии, сдерживать эмоции и тщательно продумывать свои решения. Последние 3 года были нелегкими для дев. Им приходилось бороться, отстаивая свое мнение, карабкаться по служебной лестнице, уделять много внимания родным. Но год собаки принесет в их жизнь долгожданное воздаяние. Он наградит их карьерными и финансовыми радостями, судьбоносными переменами и обязательно любовью. Не стоит обольщаться мыслью, что год будет чрезмерно простым, но точно благодарным и щедрым на счастливые эмоции. Вечно сомневающимся весам в 2018 году придется еще труднее. Год собаки вынудит их принимать серьезные решения, в основном ради помощи близким. Собака будет особенно благоволить волевым людям, и потому весам уже в начале года предстоит пройти серьезные испытания. Сомнения в правильности и обоснованности, как прогнозируют астрологи, могут возникнуть в отношении уже принятых решений. Поддержки стоит ждать со стороны верных друзей. Холодные и сдержанные с виду скорпионы в текущий год смогут с легкостью разбить устоявшийся стереотип. Год собаки поможет им ярко проявить чувственную сторону своей натуры и принесет в их жизнь новые отношения, любовные связи и даже брак. Другая характерная черта скорпионов – упрямство и умение стойко идти к своей цели – поможет им в 2018-м покорить новые вершины, добиться побед и стать успешнее. А желтая собака только усилит лучшие качества скорпионов. Стрельцам год желтой собаки сулит много позитива. Радость принесут путешествия, новые впечатления и знакомства. У них появится возможность удивлять, делиться своими знаниями и талантами, от чего окружающие станут еще лучше к ним относиться. В новом году представители этого знака зодиака могут смело затевать самые невероятные проекты. Ведь, как предсказывают астрологи, они реализуют их на высочайшем уровне. Предыдущий год был нестабильным для козерогов. Они то взлетали на высоту, то падали вниз, теряя результаты своего труда. Собака внесет долю позитива и вернет уверенность в себе. Появится стабильность и душевный покой. Козероги перестанут терзать себя, смело пойдут вперед со свойственным им упорством и будут за это вознаграждены. Для этого только потребуется мудро распорядиться накопившимся у них позитивным и негативным опытом. Для водолеев год желтой собаки начнется крайне удачно. Все будет получаться само собой, будет хватать времени и сил на семью и на работу. Увы, спокойный период обещает закончиться уже в середине года. Вторая половина привнесет в жизнь водолеев новые высокие цели и важные непростые решения. Собака определенно благоволит представителям этого знака зодиака, тем не менее им не стоит делать опрометчивых поступков. Окунувшись с головой в работу в данный период, водолеи особенно рискуют ухудшить свои отношения с друзьями или членами семьи. Для рыб год собаки сулит удачу в финансовом плане. Мягкие и податливые, они не станут жалеть денег для родных и близких. Но год собаки также принесет понимание, что пора выбрать собственный путь и двигаться в своем независимом направлении. Рыбы могут смело браться за любое дело и даже затевать одновременно несколько проектов. Не нужно отсеяться само, а выбранное направление окажется решающим. И мы прощаемся с вами в этом году, чтобы вернуться с яркими, позитивными и актуальными новостями в следующем. От лица Сибайской студии телерадиовещания поздравляем телезрителей СТВ с наступающим Новым годом!